Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия, уважаемые гости республики, уважаемые телезрители. Как уже вчера мы с вами выходили в эфир, проходит в спорткомплексе «Триумф» всероссийский турнир памяти мастера спорта России по вольной борьбе, народного депутата Госсобрания ЛТМН 4 созыва Александра Владимировича Крылова. Но этот турнир проводится у нас уже с 2022 года в третий раз и собрал в этом году очень много именитых спортсменов. Но самое большое количество участников собралось именно в текущем году. Если говорить про статистику, в 2022 году было в первом турнире 123 участника, в 2023 в прошлом году 90 и нынче собралось свыше 150 борцов-вольников, оспаривающих звание чемпиона всероссийского турнира. Напомним, что этот турнир дает возможность спортсменам выполнить норматив мастера спорта России по вольной борьбе. И вчера также во время выхода в эфир мы общались с экс-главным тренером сборной республики Александром Савельевичем Оконешниковым, экс-директором училища Олимпийского резерва Алексеем Алексеевичем Филипповым. Ну и вот перед вами на экранах порядок выхода на ковры финальных поединков всероссийского турнира памяти Александра Владимировича Крылова. Все внимание в основном будет у нас приковано на ковер Б, но тем не менее всю информацию, которая будет происходить непосредственно тут на арене, буду до вас доводить. Давайте подытожим вчерашний день, да. Ну, в целом, мы когда совершали диалог, получается, с друзьями, с одноклассниками Александра Владимировича. Очень много теплых слов было услышано о том, что Александр Владимирович, несомненно, является выдающимся общественным деятелем, меценатом, человеком, который помогал не одному спортсмену-борцу в становлении как личности и в становлении профессионализма личности. И у нас схватки уже начинаются. Как я вчера отметил, да, из 10 весовых категорий воспитанников Якутской школы борьбы ровно 7. И сейчас уже, да, ну тут неявки тоже есть. На ковре С Михаил Нестеров самой тяжелой весовой категории до 125 килограммов вышел. Ну, ему руку подняли, соответственно, и он становится бронзовым призером третьего всероссийского турнира Александра Владимировича Крылова. Итак, очень интересная схватка нас ожидает, уважаемые телезрители. На ковре Б схватку за золото супертяжелой весовой категории собираются выходить на ковер с красного угла воспитанник Якутской школы борьбы, ныне представляющий Республику Северная Осетия Алания, являющийся студентом Осетинского госуниверситета Харысхан Бапагай. И с синего угла представитель команды сборной Республики Саха-Якутия, наш лидер в супертяжелой весовой категории Никита Хабаров. Итак, поединок за первое место. Схватка за первое место началась. Ну, напомним, да, то, что нынче эти ребята очень много раз в этом году встречались, будь то это на Коркинском турнире, будь то это на чемпионате России среди студентов. Мастер спорта России. Бронзовый призер Харысхан Бапагай первенства на Республики чемпионате России Саха-Якутия. среди студентов одержал очень убедительную победу над Никитой Хабаровым. Лидер Багаев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Никита Хабаров. Никите 24 года, мастер спорта России, чемпион Дальневосточного федерального округа 2023 года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки «Спорт Хабаров» Республики Саха-Якутия, тренер Рафтал Иванов. Поединок за первое место. Ну что ж, уважаемые телезрители, к нам в гости, как говорится,
пришел наш уважаемый старший брат, мастер спорта Советского Союза Михаил Васильевич Наговицын. Поприветствуем Михаила Васильевича. Он сейчас с нами вместе будет делиться своими впечатлениями насчет турнира, своими впечатлениями в целом о ходе поединков. И, Михаил Васильевич, добрый день. Добрый день. Как вам нынешний турнир, который проводится в 2024 году? Ну, турнир проводится уже очень уникальный. Там нормально это количество участников и со всех регионов, включая даже Монголии. Да. Состав очень сильный. Почти все наши ведущие борцы все борются. В этом году наши якутские борцы выступают почти все в весовых категориях, призерах, чемпионов. 8 человек в 8 весах они претендуют за первое, второе. В финальной схватке будут бороться. Это очень хороший показатель. Да, и в целом турнир уже проводится в 3-й раз. Что вы вообще, какие изменения претерпели? В первый раз в 2022 году было, наверное, по количеству участников, да? Нынче Да, очень по много. количеству и по регионам больше стало людей. И состав сильнее стало. Раньше наши подтянулись уже. Почти все призеры и чемпионы Дальнего Востока, призеры России борются. По молодежам, по юношам были, которые... И вчера ко мне тут подходили Александр Савельевич Оконечников, экс-главный тренер сборной, Алексей Алексеевич Филиппов, который руководил училищем Олимпийского резерва. Мы с ними тоже очень такой теплый диалог проводили, именно вспоминали Александра Владимировича Крылова. О чем вы сможете вспомнить о нем и как вы можете о нем рассказать? Он был генеральным директором рынка, но он постоянно не забывал. Главный меценат, спонсор был на всех соревнованиях, любого уровня, начиная юношеских, включая любое соревнование, он всегда был организатором, помогал всем, призы, меценатом был. Душой всегда болел борьбой. Как Алексей Алексеевич Филиппов вчера отметил, он сам приходил и спрашивал в детско-юношеских спортивных школах, Да. будь это какой-то спортивный клуб, приходил и спрашивал, нужна ли вам помощь и вообще что-то требуется от меня. Скажите только, я это сделаю, говорил. Вот это именно отличает его от других, наверное, меценатов, да? Да, он сам, да. Да. Он наш турнир даже помогал. Призы вставлял, братья Наговицын, да. по Хапсагаю. Ага. И заметим, да, уважаемые телезрители, семья Михаила Васильевича Наговицына со своими братьями ежегодно проводят свой республиканский турнир, который собирает немало именитых борцов, не только хапсагаистов, но и вольников, да, в спорткомплексе «Мадун» на призы братьев Наговицыных. Он же, по-моему, в текущем месяце будет уже. Да, 23-24 в Мадоне будет 16-й раз республиканский турнир проводиться. И тем самым, уважаемые телезрители, может быть, среди вас... в этот момент очень хороший, яркий поединок продолжается. Давайте, да, уже про борьбу будем разговаривать. Как уже отметили, эти ребята в этом году очень много раз уже встретились. Непосредственно на чемпионате России среди студентов Карасхан Баппагай одержал убедительную победу над Никитой Хабаровым. Потом он реабилитировался на Коркинском. И сейчас, в этом году, они, по-моему, если не ошибаюсь, в 3-й раз встречаются. Но, тем не менее, Баппагай ведет со счетом 3-0. Да, Баппагай тренируется, учится на сети и прибавил. Да. Там конкурентов много на тренировке, спарринг-партнеров. И он прибавил. Сейчас, наш Хабаров, неплохой, но здесь партнеров мало, спарринг-партнеров. При этом ему тяжелее бороться. Если он был так же, как он в Дагестане или где-то там с сильными борцами тренировался бы, тоже прибавил бы. Да, и счет 3-0. Карасхан Баппагай очень хорошо защищается. Меньше минуты времени остается. Тут, наверное, надо отметить то, что Никита Хабаров больше толкач, да, в народе как называют.
приемов нету таких сильных, которые бросковых приемов. На руках борется. На можно руках сказать. все время. Опа! Не, это Вот это- еще Опа! тяжело. Харисхан очень хорошо защищается. И у него видно, что у него потенциал, функционалка лучше, Опа! чем Плюс 2 балла. еще благо. Да, плюс 2 балла. Это Счет 5-0. победный балл. Скорее всего, да. Да. Ну, наверное, посмотрим сейчас, что же предпримет за 23 секунды наш Никита Хабаров, которого в народе называют Момская скала. Скала, да. Здесь нужен прием. Без приема уже не отыграешь баллы. Ну и Харисхан Бапагай побеждает Никиту Хабарова и становится чемпионом третьего всероссийского турнира памяти Александра Владимировича Крылова. Да, поздравляем. И, к слову, Никита Хабаров с 22 года третий раз выходит в финал. Да, и в прошлом году он одолел Эдуарда Максимова и в позапрошлом одолел Андрея Аронова. Но нынче вот Бапагай ему к третьему чемпионству. Да, преградил дорогу, путь к третьему чемпионству. Да, вот Харисхан очень, оказывается, сильно прибавил. Прибавил, да. Видно, что он с хорошими спарринг-партнерами. Да, он там студент же, по-моему, Студент, да. Осетинского университета. Да. Ну и вот эмоции Харисхана Бапагая. Каждый раз, когда он побеждает на крупных соревнованиях, он очень искренне радуется. И у него вообще в целом семейство же, да, тоже очень спортивное. Да. Эрчим Бапагай и так далее. Мрод Чемпион, Бапагай. да, по перетягиванию чемпион Да, мира. чемпион мира. Ну, И переходим к второму финальному Нет, это за третье, оказывается, место весовой категории до 97 килограммов. Толмачев Да, наш. тоже воспитанник Да, Якутской школы борьбы. Якутской школы Красноярска борется. Оба спортсмена на этом турнире представляют Красноярский край. Ну вот Катаев, по-моему, воспитанник Осетинской школы борьбы. Да. На трико тоже флаг Осетии. А у Максима флаг, наверное, Республики Саха-Якутия больше. Ну, сразу балл отдал. Максима, наверное, с детства знаете, да, его? Да, знаю. Здесь он боролся с юношеской, детской юношеской спортивной школе. Третий. Номер 3, Им, да. да, Керемесов имени. Он там тренировался. Ну, он, по-моему, с детства в тяжелых, да, весовых Да, категориях. ну, для юноши тоже, да. Ну, его тоже надо отметить. Важно, наверное, отметить то, что Максим сейчас тоже в Красноярске живет, да? В Красноярске Красноярск. работает. Имеется в виду, работает по спортивной части, тренируется ежедневно. И тоже очень сильно прибавил, можно отметить. Но, тем не менее, что-то Тимур Катаев очень легко забирает свои баллы, да? Перед своими болельщиками ребятам надо очень хорошо, наверное, отбороться. Ну, вообще, в целом, Михаил Васильевич, что вы можете сказать о том, что... Ну, в Пе- этом, да. насчет этого турнира, ну, те, которые возлагали наши тренера, 57 показал свой лучший характер Постников и 61 Абелов. И вот это 70 килограмм Потапа Байсен и 74 Капрынов. Капранов? Хорошо выступает. Вот это четверых, я надеюсь, они должны за золото бороться. А вот у Капрунова соперник-то очень, да, Очень сильный. непростой Да, у соперник. всех сильные противники остались. 57, 61. Ну, а Бело сейчас в На подъеме, кураже, он да. должен выиграть. А Постников должен завоевать, должен золото, чтобы себе дорогу пробить. И Айсен Потапов должен тоже с этим Капрановым должны показать, что якутская борьба лучше, чем наших, которые приехали с региона. Они показать должны свой характер. Для Родины должны, когда земляки смотрят, они должны выступить до последней секунды. До победы должны. Вот еще один такой интересный вопрос.
Ну, хотелось бы услышать тоже ваше мнение. Как вообще нужно бороться перед своей публикой? Наверное, это двойная ответственность, да? Да, двойная ответственность. И, ну, всегда надо надеяться только на себя. То, что по борьбе это единственное. Ну, единоборство это все зависит от себя. То, что тренер тренировал, все ты должен показать здесь. Характер, у кого сильнее характер, у кого выносливость, у кого больше функционалка, больше вложился на тренировках, тот выигрывает. Здесь доля секунды решает все. Да. И вправду доли секунды решает все. На чемпионате мира, помните, да, Абдулрашид Садулаев Да, за 2 секунды до конца, за 2 балла да, взяли. 2 балла взял у двукратного чемпиона мира в этой весовой, в его весовой категории Да, свои Гасимпура. И вот Тимура Катаева секундируют его сокомандники, два родных Два брата, да, брата Сучкову, да. которые в финал пробились. Да, первый, второй есть, 79 килограмм. Да, это тоже очень интересно. Никита и Антон Сучковы. Вчера, наверное, в социальных сетях, уважаемые телезрители, вы тоже видели финальные фотографии, которые ребята после схваток вышли, сделали. И там два родных брата в финале до 79 килограммов. Ну, тоже посмотрим, как пройдет схватка. На практике же очень много родных братьев в финал выходит, и один другому, ну, изначально принимает решение, кому уступить, да? Да. Ну, поставим, такое было раньше даже. Да. Два олимпийских чемпиона Белоглазовы выступали. Тут на Ледовом дворце Лейбатур Батырова, по-моему, да, на Да, одном чемпионате братья, да. России Братья вышли. Батыровы. Тоже. Ну, посмотрим. До их схватки еще, ну, как бы, еще время есть. Ну, а сейчас, в данное время, Максим Толмачев почему-то очень такие неинициативные проходы делает. Да, остается внизу. Видно, что Тимур Катаев очень заряжен, хочет победить, желание на глазах имеется. Тем не менее, в зале пока, ну, таких, Крика нет. да, криков нету, тишина. Но, тем не менее, наверное, все любители борьбы, которые на трибунах, знают, что Максим воспитанник якутской школы борьбы. Да, все знают. Опа. Все ветераны. Оу! Да, уж это Слава все Да. отдает, все позиции. Любой. Опа, еще два балла. 9-0 счет. 10, 11-0, да? 11, да. Ну все, чисто техническую победу одерживает Тимур Катаев и становится бронзовым призером в весе до 97 килограмм. Ну, вот на глазах как будто желания нет, да? Да, Завоевать. он вышел без желания бороться. Да, и вчера, после прямой трансляции данного турнира, после полуфиналов, я поехал в музей имени Ярославского, где встречались с воспитанниками, также Дмитрия Петровича Коркина, вы же тоже, да, воспитанник Дмитрия Петровича. Семен Сергеевич Акаемов был, Михаил Григорьевич Друзьянов был. Мы с ними тоже, ну, диалог, открытый разговор с жителями республики был. Вспоминали Дмитрия Петровича, как он вообще воспитывал своих спортсменов-воспитанников. И были два актера, которые исполняли роль. Триумф. Да, Гаврил Менкяров, который Павла Павловича Пенегина исполнял роль. И Александр Кузьмин, который Николая Семеновича Сахачи роль исполнял. Мы с ними тоже переговорили. Давайте вот тоже вспомним наших великих людей. Вот как вообще Дмитрий Петрович Коркин воспитывал своих спортсменов. С этого начнем, давайте. Ну, он всегда требовательный был. То, что сказал, заставлял, но он так своим взглядом Да. только, так сильно никогда не говорил, но поставленную задачу всегда заставил выполнять. И каждый после тренировки все записывать, какие ошибки, что было еще, дополнительная память была. Конспектировали, да? Конспектировали все. Очень интересно. Такой практики, наверное, сейчас нету. Ну, сейчас почти нету, потому что сейчас на WhatsApp перешли все, компьютер. Времена другие. Да. Ну, мы когда тренировались в Киеве с Павлом Павловичем Пениным, другом моим, нас каждый после тренировки заставлял
Георгий Анатольевич наш Бураков. Вороков, да, великий тренер, заставлял писать. И не только писать, и рисовать. Как встречаясь рукой, М, как встречаясь, какие приемы делать, в каком минуте, как балл отдал. Для этого следующая тренировка надо защиту изучать на это прием. Какой минуте добавлять скорость приема. Вчера, да, тоже Семен Сергеевич, Михаил Егорович очень тепло вспоминали, отзывались о своем тренере. И вот, допустим, мы же переговорили о глазах, ну, желании в глазах. Как вообще вот ваш друг, да, вот Павел Павлович Пенегин, наши вот великий Роман Михайлович Дмитриев, Александр Николаевич, у них на глазах вообще перед выходом на ковер, а как вообще было? Да, горела победа, желание победить. Быстрее выйти, расправиться с противником. М, И, Это желание всегда было у них. и в этот момент, ну, по идее, Данил Иванов очень хорошо, да, схватку начал. Да, Но, тем не менее, Константин Пшеничников, извечный наш соперник данной весовой категории, парень из Кемерово, узбасский парень, одолел чисто технически по туше Даниила Иванова. Ну вот Данил Иванов, оказывается, перешел в Осетию, да? да, в Осетии Тоже тоже. студент. Согнал, похудел, А, подтянутый стал. на Ну, нормально, 97. прибавил тоже. Ага. Ну, будем следить тоже. У него, по-моему, травма, да, вчера рецидив очень был на Да, полуфинале. нога Да. травмирования. Вот очень хорошо. Чисто якутское движение такое Да, сделал, да? за пятку поймал. Ну, этот прием его земляк, ныне министр спорта, да, по физкультуре и Да, спорта, Леонид, Леонид Николаевич Леонид исполнял. Николаевич, да. Да, за пятку хватал своих соперников очень ярко. Да, вот вспомнили тоже про настрой перед выходом на ковер. Как Пал Палыч, как Александр Николаевич, как Роман Михайлович выходили на ковры. Вот, наверное, такую практику, наверное, надо сейчас тоже у спортсменам прививать, наверное, да? Ну, Да, почему? каждый должен Да, иметь, должен свой записной книжку. да, запредельный Да. настрой должен быть, На наверное. любое соревнование, каждую схватку надо записать. И вот на экранах наш прославленный великий борец Павел Павлович Пенегин, чемпион Олимпийских игр 1976 года в Монреале, трехкратный чемпион мира, Да. чемпион Европы. Ну и у многих я слышал, у старшего поколения, Павел Павлович Пенегин очень вообще, ну, не только ярко боролся, но и с очень большим желанием, как будто перед выходом на ковер его кто-то вот отдельно настраивал. Либо Да, победа, либо ничего. Все или ничего. да, он никого, когда готовился, ну, когда близко к соревнованию, на схватку он всегда настраивался, ни с кем не сообщался, сам разминался, только тренер подходил, только готовился только к победе. Как побеждать, он заранее знал, готовился к каждому противнику отдельно, свою изюминку готовил. Наверное, вот что значит быть преданным, да, Да, к своей борьбе. Не копировать другого, а да, искать свою борьбу. свою. И перед вами, Сергин, да, Сергин. Это финал за бронзу. Нюргун Сергин и Андрей Елбаскин. Ну, тоже наши извечные соперники, соседи из республики Бурятия. Ну, с Андреем Елбаскиным Нюргун Сергин не раз встречался. И то, должен да, выиграть, должен. на Дальнем Востоке, на турнирах всяких различных всероссийских, международных. Ну и вчера Нюргун Сергин, я думал, что он выйдет в финал, но чуточку не хватило, он проиграл тоже из республики Бурятия борцу Баяндо Шадапову. Чуть-чуть, наверное, не хватило, но тем не менее. Что есть, то есть. И сейчас Нюргун борется за бронзу данных соревнований. На соседнем ковре из Москвы, из Бурятии и Московской области ребята борются. Мгм. Показывает. Арбитром на ковре работает
судья всероссийской категории Леонтьев Аял Леонтьевич Николаев. Нургун Сергин, ну, активно начал борьбу. За пассивную борьбу Андрею Елбаскину 30 секунд было предъявлено. И оно у нас уже завершается. Счет 1-0 в пользу Нургуна Сергина. Ну, на счет минимум, наверное, не надо, да, вот рассчитывать, когда Да, выходишь. прием нужен. Балл обязательно. Нургун Сергин, Андрей Елбаскин. Ну, еще раз хотелось Фол. бы... Опа! О, подсечку сделал, да? Да, 4 балла. 4 балла, счет 5-0. Нургун Сергин так очень спокойно начал, да? Да. Коронный подсечка у него. Коронный прием, подсечка. Очень якутский тоже такой прием. Напомним, что сейчас проходят финальные поединки за третье места, затем за первое место. Потом, ну, очень многие, наверное, спрашивают, а легковесы уже боролись? Тут, наверное, да, тоже уважаемым телезрителям передадим, что финалы начались именно с тяжелых весовых категорий. Организаторы так сделали, чтобы, ну, финалы легких весовых категорий были в конце. Нургун Сергин уже на этом турнире, ну, в самом начальном турнире, который в 2022 году проводился, становился серебряным призером турнира Крылова. Тогда он проиграл тоже сопернику из Бурятии Аюру Немаеву. Так, ребята уходят на перерыв, на 30-секундный перерыв. Да, очень много тут тяжей, можно сказать, наблюдает за ним. Вот Александр Халыев, Андриан Ленский ему сейчас секундирует. Вот Андриан Ленский весовую категорию, кажется, поменял, да? Да. С 79 вышел на 86. И видно, что, ну, чуть более комфортно себя, что ли, чувствует. Набрал физическую массу, мышечную массу. И сейчас он уже на 86 стал бронзовым призером Коркинского турнира. Да. Так, ну тут вообще что, Михаил Васильевич, можете сказать о борьбе тогдашней и сейчас? Какие сравнения? Ну, сейчас более, да, Да. не яркие такие Да, поединки. сейчас, ну, сейчас два периода борются. Мгм. А раньше мы боролись 3 периода, 9 минут. О, Так что там было у нас сейчас выигрываешь, это как ее, баллов нету. Сейчас, а когда мы боролись, можно балл, победа за балл, это балл дается. 6, если 6 раз подряд выигрывать можно по баллам. И можно стать, не проигрывая, можно стать 5-м, 6-м. очень интересная Да, система. да, а 3 раза ничью 2-2. По 2 балла. И 6 штрафных тоже выходишь без ничего. Ну, раньше было трудно. Да, трудно было. При этом обязательно надо было выигрывать или чисто, или явно технически 0,5 штрафных. Что после каждой схватки читаешь свои штрафные баллы, чтобы не вылететь. А как вы думаете, вот, допустим, тогдашние борцы, если бы сейчас боролись, как было бы? Ну, бросков больше было у нас. Технически, потому что явно технически выигрывать надо, минимум надо делать 12 баллов. Обязательно. Это надо по 3 балла, по 2 балла, 6 бросков или 4 броска обязательно надо делать. А сейчас же 1-0 можно выигрывать. 2-0, 2-1. Сейчас же штрафных баллов нету. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые любители борьбы Республики Саха-Якутия.
перед вами финальные поединки третьего всероссийского турнира по вольной борьбе памяти выдающегося общественного деятеля, мецената, мастера спорта России по вольной борьбе, народного депутата Госсобрания ЛТМН 4-го созыва Александра Владимировича Крылова, который уже проводится в третий раз. И ну, уже в 2:30 у нас эфир идет на телеканале «Мамонт». И вот сейчас с вами выходим уже в эфир на НБК и продолжим наблюдать за ходом поединков финальной стадии сегодняшнего турнира. У меня тут в гостях сидит мастер спорта Советского Союза, наш старший брат, которого мы очень сильно уважаем, Михаил Васильевич Наговицын. Добрый день еще раз, Михаил Добрый Васильевич. Давайте еще раз пройдемся по турниру. Как вообще турнир для телезрителей, именно которые сейчас подключились на НБК? Да. Турнир проводится третий раз в Триумфе. Каждым годом становится лучше организация. И больше участников, больше регионов участвуют. Даже в этом году участвует сборная команда Монголии. И все наши сборные команды республики, все самые сильные борцы во всех весовых категориях борются. При этом соревнования зрелищные. Надеемся, что Больше якутские медалей, борцы да? не подведут. Должны в финальной схватке показать самые лучшие свои качества. Да, и вот перед вами победу одержал Нюргун Сергин и завоевал бронзу. Бронзу, да. Ну, завоевать бронзу, это, наверное, и вправду завоевывается, да, бронза Да. именно. Серебро достается, бронза завоевывается и золото завоевывается. Да. Что, как в народе говорят. А на соседнем ковре, оказывается, победу одержал Гаджимагомед Нажмудинов, Кирилл Эрхиту его победил. И перед вами финальный поединок в весе до 92 килограмм. Буянтош Адапов, который на полуфинале вчера победил нашего Нюргуна Сергина, и Эмиль Рамазанов, наш завсегдатый гость с Хабаровского края, который постоянно принимает участие на турнирах в республике. Эмиль Рамазанов в 2022 году становился бронзовым призером в весе до 86 килограммов. И да, в прошлом году также стал серебряным призером турнира. И у него сейчас второй финал, можно сказать, на данных соревнованиях. Серебро и бронза у него есть. Да. Ну, сейчас, если Выиграть да, выиграет, золото. полный комплект наград всероссийского турнира памяти Крылова будет. Ну вот Эмиль Рамазанов на Дальнем Востоке тоже всегда с нашими ребятами крепкими очень сильно борется. Представляет Хабаровский край. Ну вот Буянтош Адапов очень сильно прибавил. Вчера Нюргуну Сергину вообще не дал возможности что-либо сделать. Но счет был минимальный, по-моему, 3-0. 3-0, да. Сейчас 92, потом 86, также финал за третье, потом за чемпионство. Ну вот такой системой будет продолжаться наш турнир. Очень многие, наверное, телезрители спрашиваются, а легкие веса уже боролись? Ну, такое часто бывает же, да? Кто-то подключается позднее, кто-то раньше. Но еще раз хотелось бы отметить, что финальные поединки начались с тяжелых весовых категорий. Поэтому порядком убывания идут весовые 125, 97, 92 и так далее до 57. Самыми крайними выйдут 57 килограмм на финальные поединки. Ну и вот Эмиль Рамазанов 2 своих балла заработал, когда у него было Activity Time за пассивность. Да, счет 2-0. 2-0, да. Рамазанов. Раньше следили ли видели ли его борьбу тут здесь на Эмиле Рамазанова или не сильно так замечали Не, его? ну, смотрел, когда он там вторым стал, третьим. А так, Ну, парень, видимо, с желанием, да, огромным. желание сейчас хочет вырвать золотую медаль. Борется за золото. Но это ему необходимо Да. в целях завоевания полного комплекта наград турнира. Сейчас на если- соседних, по-моему, никто не борется. Только на ковре бы. Два дают, Красный. да, борцу в красном трико. Эмиль Рамазанов что-то не согласен.
Адриан Ленский сидит в его углу, да? Ну, тоже, наверное, подружились ребята за столько время уже. Ну, когда он уже, сколько уже приезжает в республику, уже сдружились ребята. Ну, тут челлендж со стороны Эмиля Рамазанова. Эмиль Рамазанов не согласен, то, что дали 2 балла. Наверное, с тем, что он накрыл же, по-моему, Шадапов. Да. Действие, да. Скорее всего, еще проиграет этот балл. Ну, сейчас посмотрим, что судейский корпус решит. Главным судьей работает Салтан Засеев, да? Да, Султан. Постоянный. Да. На чемпионатах России же, по-моему, тоже, да, был главным судьей Да, был раньше. раньше. Мгм. Ну вот, Рамазанов говорит то, что он прием выполнил, а тот накрыл. А сейчас судейский корпус внимательно посмотрят за повтором и дадут свою компетентную оценку. Слушаем. Да, челлендж проигран. Плюс балл Шадапову. Да, это плохо. Да, этот Андриан Ленский же сказал, там, балл дается. Почему ты споришь? Пытался его переубедить, но Эмиль Рамазанов не поменял свое решение. Опа, тут проходит забегание, плюс 2 балла зарабатывает Эмиль. Счет становится 4-3. В последующих стадиях очень много, да, якутских борцов оказывается. И за третье. В финале у нас пробили 7 борцов, которые представляют якутскую школу борьбы. Тем не менее, за бронзу тоже очень много ребят будут бороться. И вот давай остановимся на схватке 70 килограммов Саен Козырык с Айсеном Потаповым. Они очень часто встречаются в Да, последнее время. Что вообще про Козырыка, про Потапова думаете? ну я как земляк Потапова, он Верхоянского района, болею за него. В обязательном Да, порядке? он единственный, который в прошлом году в Красноярском турнире с Якутов призовое место занял. Мгм. Ергинский турнир. А, Так что вся надежда на него. Сейчас вся Верхоянский район болеет, и республика все, это болельщики. мгм. Он должен показать, что хорошую борьбу. Если будет бороться, защищаться, то Козырык неплохой, сильный борец. Чемпион мира по Да, молодежи. но по молодежи. Он Мгм. может. Да, так что равная борьба будет. Важно, наверное, Кому повезет да, настрой. настрой, да, Из- на победу. Кто больше настроится на победу, тот и победит. Да. Ага. А в целом давайте еще поговорим в тот момент, когда, очень много спорных моментов у ребят происходит, да, активной борьбы нету. Про развитие в целом борьбы в республике Саха-Якутия. Ну, у нас борьба в республике всегда был спорт номер один. И у нас же Борцовская республика. Министр наш Леонид Николаевич сам двукратный, Олимпийские игры 2 раза 4-м был. Да. И Центр спортивной подготовки тоже директор Михаил Дмитриевич Пахомов тоже борец, мастер спорта. Так что все спортивные комплексы, даже училище Олимпийского резерва директор тоже, Чердонов Семенович, тоже мастер спорта, тоже борец. Так что у нас Борцовская республика, и уделяется очень большое внимание по вольной борьбе, развитию. Очень много детских спортивных школ, очень хорошая база для развития борьбы. И очень много опытных тренеров. Так что борьба не стоит, развивается, параллельно и в других регионах развивается. При этом надо опережать надо их. Но это
не одного, да, надо много работать впереди. Много требуется. У нас есть борцы хорошие, но их надо отточить, гранить, что они стали чемпионами России, Европы, мира. Это много труд вложить надо. И желание борцов. Все условия есть для достижения цели. Конечно, условия очень хорошие. Да, Важно только запредельное желание, мотивация, желание, да. мотивация. Глаза должны буквально гореть желанием. И, ну вот вчера тоже с Александром Савельевичем обсуждали открытие VIP раздевалок. Что вы Да. насчет этого думаете, Михаил Васильевич? Ну правильно, даже при Союзе было везде сборные команды по футболу, хоккею, везде были такие же раздевалки. Мгм. Ну каждый должен, своих героев должен знать страна. При Союзе было так. И это правильно, республика должна знать своих, в этом году ведущих спортсменов 16 борцов, и в следующем году уже могут поменять, потому что по результатам будут смотреть. Так, Лёкш, О, очень, Сдался. да, сдался. Эмиль Рамазанов, увы, уступает Буянто Шадапову и становится второй год подряд серебряным призером турнира Александра Владимировича Крылова. Ну, устал, да? да. Как-то без особой техники на себя тянет и ложится. Потом еще спорит, 2 балла нету, говорит. Да, Ну, принес Бурятию золотую медаль. да, поздравим Да, Республику Бурятия, Буянто Шадапова с завоеванием золотой награды этого турнира. Ну вот, чемпионство на таких турнирах, наверное, очень много, да, стимула да, дает спортсмену. сразу прибавляется, люди Мгм. уже становятся, легко борются уже в других соревнованиях. Мгм. Опыт плюс Да, этот, ну, как бы кураж ловит, да, кураж, спортсмен. да. Ну, да, будем следить за дальнейшим, за дальнейшей судьбой борьбы Буянто Да, Шадапова на следующих турнирах. на Да. чемпионатах России, турнир Ярыгина, ну, будет бороться. Мгм. Посмотрим, как он будет бороться. Да, Ну, очень много тоже спортсменов в кураж входят и с куража очень быстро выходят. Такие да, тоже есть, да, пропадает. пропадают. И вот за бронзу в весе до 86 килограммов Евдокимов и Гаврильев, Наши. представитель Иркутской области и Республики Саха-Якутия. Уже 1/3 схваток практически завершается. Ну вот Гаврильев Борис очень молодой, да, спортсмен. Молодой спортсмен. По юниорам раньше боролся. Сейчас, наверное, собирается только-только переходить во взрослую борьбу. И его соперник Андрей Евдокимов, представляющий Иркутскую область. Вот арбитром ковра как раз-таки, да, работает наша Виктория Барашкова, мастер спорта России, судья международной, да, или Международная категория. международной категории, воспитанница Николая Романовича Крылова. Вот, ребята. Ну, вот, допустим, еще такой очень вопрос интересующий. Вы, как воспитанник Дмитрия Петровича Коркина, смотрели же за борьбой всех его ведущих спортсменов, да? Будь это Василий Николаевич Гоголев, Павел Павлович Пенегин, Роман Михайлович Дмитриев, Александр Николаевич Иванов. Да, я И в школе, когда учился, смотрел мгм, тренировки как они боролись. Сахача Ага. Николая Захарова. Мгм, Когда в 9 классе в Якутске на сборах видел, как он тренируется. 62 боролся, но тренировался 2 веса выше со всеми сборными. 74. Никому не уступал на схватках. мгм, Тогда было видно, что он сильный борец. мгм. А Роман Дмитриев это
как по борьбе, это как тонкий борец. Чувствую, все читал как шахматист. Любые ходы, когда нырять, какой секунде, когда бал брать, подготовить. Он постоянно искал приемы, любые ситуации, он выходил, в любой ситуации выходил победителем. Не опускал баллы, не давал даром. Всегда при борьбе. Он тактик, теоретик, он вообще как шахматист, выигрывал всех. Ну вот из действующих борцов, из молодых, будь это молодежь, будь это взрослая борьба, сейчас в сборной республики есть ли кто-либо похожий на тех еще наших великих борцов? Ну, сейчас надеемся, если добавят тренировку, усилия и самоотверженно будет тренироваться и своим характером. Лев Павлов есть. Ну, среди сильных борцов Рассадин Виктор есть. И вот сейчас Абелов есть. Ну, в каждом весе есть надежда. Надежда всегда умирает последним. Но мы надеемся, что молодые борцы покажут еще об этом олимпийском цикле. Да, главное надеяться, поддерживать спортсменов, не огорчаться сразу и не не обижаться на то, что они не принесли результатов. Они каждый день работают, каждый день стараются. Ну вот бывает так, что человек не стопроцентно подходит к соревнованиям, объем свой соревновательный не набирает. Но тем не менее, однажды, в один момент, все равно, Да, когда-нибудь. они должны показать свои результаты, лучшие результаты чемпионата России. Все должны быть готовы прийти туда, пик формы. Да. Опа! Очень хороший проход осуществляет Борис Гаврилев, но тем не менее не развивает события. О, Евдокимов начинает работать вторым номером, но балла нету. да. Счет минимальный, 1-0. Схватку ведет Андрей Евдокимов. Да. Ну, у нас в гостях просидела и поделился впечатлениями о турнире и в целом про борьбу Михаил Васильевич Наговицын. Ну, поблагодарим Михаила Васильевича, пожелаем ему здоровья, успехов и дальнейших реализаций в жизни. Михаил Васильевич, Спасибо. спасибо. Итак, уважаемые телезрители, к нам подоспел еще один эксперт, одноклассник Александра Владимировича Крылова, Афанасий Александрович Иванов, мастер спорта России по вольной борьбе. Афанасий Александрович, приветствуем. Добрый день, всех приветствую. Да, давайте обсудим насчет хода турнира, вообще в целом с самого начала турнира. Ну, состав очень хороший, приехало много достойных ребят. Финалы нас ждут в каждой весовой категории. Очень интересные, напряженные. Но будем болеть за наших. Да, из 10 весовых категорий 7 пробились воспитанники Якутской школы борьбы, что Да, очень да. радует Очень и радует. организаторов, да, и болельщиков, любителей вольной борьбы республики. Мгм. Да, и
Вы, наверное, с самого начала турнира, да, с 22 года являетесь членом оргкомитета, да, по Да, проведению турнира. да, конечно. И как в целом вообще, как идея появилась, откуда вообще спонсора и вообще в целом про систему проведения турнира? Ну, идея турнира после трагедии, вот после как все произошло, мы все друзья собрались и все вместе выросли, все на борьбе, все с разных районов. Ну, с Александром Владимировичем мы в интернате в Амге жили 2 года в одной комнате, тренировались у заслуженного тренера России Михаила Степановича Скрябина, Мгм. прошли Амгинскую школу борьбы. Алексей Алексеевич Филиппов тоже, да? Алексей Алексеевич Мгм. Филиппов, Николай Константинович Адушинов. Мгм. Много ребят. Мгм. Очень достойно. И идея турнира сразу возникла. Первый тренер Александра Прокопий Семенович Иванов сразу нас эту идею как бы предложил. Мы все поддержали и воплотили. Спонсоры сразу район поддержал, Аймиконский район, администрация. ТВЦ строительный поддержал. Ну и мы все наши друзья, Александра Владимировича друзья. Никто не отказал, всегда ежегодно поддерживает по проведению турнира. Ну вот как мы отметили, да, Александр Владимирович Крылов являлся выдающимся общественным деятелем, меценатом, человеком, который помог не одному спортсмену-борцу в становлении личности и профессионала в целом в борьбе. И давайте поговорим о его общественных деятельности по помощи именно в развитии борьбы в республике. Александр Владимирович был всегда членом Федерации борьбы города Якутска. В республике я вот точно не знаю, был, не был, но в ДЮСШ-3 постоянно он проводил, ну, всех поддерживал, ребят и перспективных ребят наших. Я вот, насколько помню, и Семена Семенова, и ребята Александр Кантуев, все получали стипендию Мгм. в размере 20-30 тысяч рублей ежемесячно. Мгм. Это от имени именно от Александра Крылова и от ТВЦ строительного. Ну и напомним, что Молодым Александр, ребятам, я думаю, это хорошая поддержка была в годы их. да, Александр Владимирович являлся президентом фонда «Спортивная Якутия». И, наверное, тоже за счет фонда, да, Да, стипендии выделялись да, спортсменам. да, конечно. Это все. Он все сам поддерживал. Это всегда его идея была. Мгм. Он сам прошел все с юношеских, с детских лет вот этот спорт. Понимал, что как тяжело молодым ребятам. Мгм. Ну, постоянно на ковре, постоянно в разъездах. Это надо и семьи кормить. В общем, он всегда поддерживал. Всегда был за спорт, за здоровый образ жизни. Да, вот как вчера тоже Алексей Алексеевич Филиппов отметил о Мгм. том, что он очень хорошо понимал именно те моменты, которые складываются, ну, во многих семьях, наверное, многодетных семьях, в которых воспитывает только мама, да, бывают такие трудности. Бывает, И вот конечно. таких ребят он очень сильно поддерживал, потому что их понимал именно по-человечески. Да, Александр сам из такой семьи. Он вырос без отца. Мама воспитывала 4 ребят, сыновей. Поэтому он все это прекрасно понимал и всегда поддерживал. Мгм. И все выезды, все соревнования. Постоянно к нему в офис, как не зайдешь, кто-то просит. Мгм. Ну, не просит или как-то... Он никому не отказывал, я так думаю. Мгм. И вот, уважаемые телезрители, необходимо остановиться на этом поединке, поскольку эти ребята 2 недели назад встречались на финале В финале Коркинского Коркинского, турнира. да. Азрет Улембашев и Дмитрий Зайнединов. Азрет Улембашев тогда уступил Дмитрию Зайнединову. Ну, там спорные моменты тоже были, но Улембашев не стал спорить. Вот эти ребята оба, по идее, представляют Красноярскую школу борьбы, но на сегодняшнем соревновании Азрет Улембашев представляет Кабардино-Балкарскую республику. Напомним, в 2022 году на первом турнире в весе до 79 Зайнединов Дмитрий стал чемпионом.
на 86 чемпионом стал Азрет Улимбашев. И тогда Дмитрию Зайнетдинову Достался да, первый достался миллион. первый миллион. Тогда еще его в шутку назвали миллионер из Дима Якутска. Да, миллионер, да. да, Дима миллионер. И вот сейчас Я они... можно расскажу, да? Когда вот первый разыграли вот этот суперприз, он, ну, приезжие ребята не верили. Обычно в других республиках, говорит, суперприз отдают своему, ну, представителю. Да. А тут, говорит, Якутия, вы так хорошо организовали, но Дима сам радуется. Все по-честному. Тогда было, по-моему, из 10 категорий 3 представителя Якутии. Мгм. Насколько я помню. И у всей по жеребьевке вытянули. И вот ему досталось, он прям заплакал. На следующий год я его встретил в Мирном на турнире. Чё, Дима, говорю, как дела, как, что сделал с миллионом? Он говорит, так, с такими радостными глазами. Я отремонтировал квартиру, говорит, у них однокомнатная в Красноярске. Говорит, Мгм. и даже хватило на машину, говорит. А, Такой радостный, такой позитивный парень. мгм. Так что он всегда и в прошлом году выиграл парень из Бурятии. Да, Тумен Бадиев. Да, Тумен Бадиев тоже очень радостно относится. Ну, поэтому здесь всегда О, красиво. 4 балла зарабатывает Дмитрий Занединов и держит в опасном положении. Ну тут, наверное, он уже не отпустит. Все. Опа! Дима становится трехкратным, по-моему, Трехкратным, да, победителем чемпионом. нашего турнира. Ну и, наверное, пойдет дальше. Он же еще, ну, Да. как бы, не тот борец, который на закате карьеры. Да, да, да. Ежегодно будет приезжать, после Коркинского сразу оставаться, да, иногда. И Дмитрий Зайнетдинов, наверное, по количеству самый, наверное, ну, лидер, да, по чемпионству. Уже, да, уже Да, трехкратный. уже, да. Сейчас Никита еще Хабаров должен был, проиграл. да. но Кежик проиграл. Чимба еще есть, по-моему. Кежик Ага. Чимба 2 раза выигрывал. Кежик Чимба и кто-то еще, по-моему. По 2 раза выиграли, по-моему, турнир. Мгм. Кежик Чимба на прошлом году выигрывал. А на первом 20, турнире? да, тогда он стал третьим на 65. тогда я ошибаюсь. Усману Шахгириеву проиграл. Мгм. Ну, тут очень много спортсменов, которые уже, ну, в третий раз входят в тройку, да. Да. Но чемпионами именно вот третий раз стал Дмитрий Зайнетдинов. Да. В данное время лидером сейчас является по количеству чемпионств на данном турнире. Но тут Азрета Улимбашева он очень хорошо поймал. На 4 Очень балла, хорошо, да. да, на Накрыл. бедро. И вот видим Накрыл и повтор. придержал. Да. Они удержание тренируются в одном зале в Красноярске. Да. Тренер Виктор Петрович Алексеев, Мгм. чемпион мира двукратный. И много ребят. Достойные ребята. И ага, у нас схватка за бронзу в весе до 79 килограммов. Это Богдан Грибанов с красного угла, представитель Кемеровской области, и Анатолий Никитин, представляющий республику Саха-Якутия, уроженец Мегино-Кангаласского района, призер, неоднократный призер чемпионата республики памяти Николая Чатарского. Вот Богдан Грибанов тоже такой крепкий среднячок в этой весовой категории, постоянно с нашими ребятами тоже борется на различных турнирах. Ну вот отметили, да, нынче в этом году турнир Александра Владимировича Крылова собрал очень много, ну, в 22 году это примерно, ну, 123, 123, да, в этом году 156 человек. 156 человек. В прошлом что-то маловато было, да, по-моему, до 100 Да, чуть не хватило. потому что, ну, я так думаю, из-за пандемии, из-за всех этих проблем, как бы. Но тенденция идет к увеличению. Сейчас думаем о смене маленько формата проведения. Ну, пока задумки есть, мы вот с ребятами еще соберемся, чтобы еще было зрелищнее, еще Да. было как бы интереснее зрителям. Ну, а как вообще идея зародилась по на миллион рублей, который лотерею делать? В то время, по-моему, никто не проводил такого. И как-то мы собрались и вот думали, как призовой или на всех разделить, или интереснее увеличить в каждом весе и на этот же миллион рублей, или вот более вот так провести. Как-то вот к совместному решению пришли и получилось так. Насколько я знаю, в Кемерово проходит турнир «Шахтерская слава», там за первое место 500 тысяч рублей. 500 000. Да, в этом году вот Кежик Чимба выиграл. Мгм. Ну, по жеребьевке.
У нас, по-моему, ну, считается такой сильный турнир Ага. по призовым. По-моему, и вот ребятам интересно с борцами разговариваем, с молодыми. Они говорят, в Якутии у вас честно Крыловский проводите, честно разыгрываете. Честный Поэтому, турнир, да? если бы мы своим отдавали бы, ну, было бы, думаю, нечестно по отношению к ребятам. Ну да, нынче хотелось бы, чтобы именно якутский борец. Ну, Да. посмотрим. Хочется, но посмотрим. Удача, как говорится, у него глаз нету удачи. Да. Посмотрим, как будет, Ну, как еще раз сложится. повторюсь, все проходит прозрачно. При ребятах, при чемпионах все запаковываются шарики, Мгм. все видят, все перемешивается и сами же они тянут. Сначала вытягивают очередность, Мгм. кто как вытягивает, потом уже на чьей стороне удача. Мгм. Ну вот, на 125 килограммов воспитанник якутской школы борьбы пока Харсхан Бапага чемпионом стал. Посмотрим, Так. да, у него Да, как будет посмотрим. удача. И пока у нас чемпионов у воспитанников якутской школы борьбы пока нету, но ждем весовые категории, которые, да, как в народе называют, мухачи, 57, 61, 65. И посмотрим. Там очень яркие поединки нас Очень ждут. яркий каждый поединок, да. Все достойные ребята вышли. Да. Начиная, вот, грубо говоря, с 70 70. килограмм, да. Да, И Константин Капрынов, и все наши могут выиграть. да, там И Айсен посмотрим. Потапов, и все достойные, все. Ну, ковер покажет, как говорится. Вот Анатолия Никитина секундирует наши вот тоже Василий старшие Петрович, братья, да. да, заслуженные Петр тренеры. Михайлович. Петр Михайлович Малардыров, Василий Петрович Уваров, которые воспитали немало таких хороших борцов. Мгм. Счет минимальный, 1-0. Ведет пока Анатолий Никитин, но тем не менее, наверное, тут нужно какие-то активные действия проводить Анатолию, чтобы упрочить свое лидерство. Нынче вот на этом турнире, как Александр Савельевич подчеркнул, 18 команд, да, принимают участие, 156 участников. Да. Это вообще, ну, ежегодное развитие, можно сказать, данного турнира. И вот как вы отметили, да, Афанасий Александрович, о формате турнира тоже, наверное, стоит уже начать задумываться. Именно по украшению турнира, по каким-либо вот тоже задумкам, да, заготовкам своим. Пока раскрывать не имею права, Ага, да, как официально потом. да. А подумаем, договоримся и все. Будет интересно, думаю. Ну, Афанасий Александрович, спасибо за то, что уделили Всё. время. Вам спасибо, что Ага. пригласили. Всего Всё, доброго. удачи. До свидания. Мгм. И да, продолжаем наблюдать за ходом поединков. Счет уже стал 1-1. Схватку уже чаша весов перекачнулась. И Грибанов Богдан начал вести поединок. Ну, тут по последнему, наверное, да, заработанному баллу. Времени остается 1,5 минуты. Тут Анатолию нужно собраться. И вот на заднем плане очень хорошо виден Василий Николаевич Гоголев. Наблюдает за ходом борьбы Анатолия Никитина. Трехкратный чемпион Европы, победитель игр доброй воли. Наш тоже прославленный борец. Ну, тоже как-то события не форсируются. Ребята ищут свою борьбу, но почему-то, ну, к логическому концу, к логическому завершению не приходят. Напомним, это уже весовая категория 79 килограмм. Мы спускаемся по убывающей весовым категориям. То есть первые в борьбу вступили 125 килограммов, затем 97, 92, 86. И вот борцы весовой категории 79 килограмм перед вами на экранах уже борются за бронзу. В этом весе за чемпионство будут бороться два родных брата. Никита Сучков и Антон Сучков. Опа! Очень хорошее такое действие совершает Анатолий Никитин на 2 балла. Ну, мельница, по-моему, да, была сделана с перекатом. Очень хорошо провел техническое действие.
И Анатолий Никитин становится бронзовым призером весовой категории до 79 килограммов. Поздравим Анатолия. Да, очень хорошее, яркое выступление показал. В концовке, совершив двухбальное действие, можно сказать, завоевал бронзовую награду. И вот перед вами заслуженный мастер спорта Советского Союза, трехкратный чемпион Европы, победитель игр доброй воли, наш уважаемый в народе человек Василий Николаевич Гоголев. Посмотрим повтор. И вот видите, да, очень хорошо на мельницу подхватил и перекатил своего соперника, тем самым заработал 2 балла. 2 победных балла, можно сказать, со счетом 3-1. Анатолий Никитин завоевал бронзовую медаль 3-го всероссийского турнира памяти Александра Владимировича Крылова. Ну и очень интересный финал весовой категории до 79 килограммов. Давайте посмотрим. Парни оба улыбаются. Антон говорит: сразу поднимите руку моему брату. Да, вот интересно. Трибуны очень хорошо хлопают, приветствуют своих любимцев. Ну вот эти ребята очень яркие. Постоянно они приезжают в республику. Трибуна их любит, болельщики их любят. И вот ребята спокойно вышли. Антон показывает, пусть он победит. И судья, арбитр ковра Сергей Семенов поднимает руку в качестве победителя Никите Сучкову. Но это их право. Борцы сами могут выбрать. 2 родных брата, тем более. Никита Сучков чемпион, серебро у Антона Сучкова, и Анатолий Никитин бронзовую медаль завоевывает. Переходим, да, на следующую весовую категорию. Да, переходим на вес 74 килограмма, олимпийский вес, в котором борется наш легионер сборной Таджикистана Виктор Рассадин. Нынче на Олимпийских играх он, ну, очень такой ярких поединках уступил ведущим борцам мира и стал 5-м. Гадир Гаджаев с красного угла, воспитанник Красноярской школы борьбы. И с синего угла Албан Авакумов, воспитанник Якутской школы борьбы, представляющий сборную команды республики. Ну вот Албан Авакумов занимался в детстве в Татинском районе, уроженец Татинского района. И сейчас, войдя в состав сборной команды республики Саха-Якутия. Ну вот такой очень своеобразный борец. Стабильности, как говорится. Опа! Очень хорошо зарабатывает 2 балла. Насчет стабильности Албана Авакумова вчера тоже с Александром Савельевичем разговаривали. Тоже Александр Савельевич отметил то, что Албан Авакумов на всероссийском турнире на призы Александра Иванова тушировал нашего Виктора Рассадина. Потом тоже показатели в соревнованиях на среднем уровне находились. Ну вот иногда вот так выстреливает, говорит, потом стабильности, ну, такой, как говорится, нету. И тут Албан Авакумов очень так ярко начал борьбу. Ведет схватку со счетом 4-0. Но тут свисток почему-то дали. Албан Авакумов очень яркий поединок начал. К сожалению, сопернику требуется медицинское вмешательство. С трибун кричат: Албан молодец. Да, действительно очень ярко начал борьбу. Видимо, колено повредил. Да, на этих соревнованиях очень много медицинских вмешательств было в части именно когда колено травмируют спортсмены.
Ну, надеюсь, не серьезная травма у Гадира Гаджаева. Мы всегда за честную и объективную борьбу. Да, и схватка продолжается. Счет 4-0. Все еще не восстановился, по-моему. Да, схватка продолжается. 1,5 минуты только прошло с начала борьбы. Сейчас будем тоже следить, что же предпримет Албан Аввакумов в отношении Гадира Гаджаева. Опа! До конца говорю! Вылазь, вылазь! К себе ногу левую! Ногу к себе прижми! К себе ногу! Ну, тут тоже очень опасное положение. Что же, да, будет предпринимать Албан Аввакумов? Присаживайся на ногу на свою! Эй! До конца, молодец! Опа, ну тут опасное положение уже в отношении Албана Аввакумова может быть. Трибуны очень, да, так проснулись, можно сказать. Опа, на туше пытается держать. Опа, ну тут очень опасное положение было. И, да, момент упущен. Счет 6-0. Арбитр ковра Аял Николаев объявил стойку. С трибун кричат, было туше. Почему не засчитали туше? Но тем не менее там контроля фиксации лопаток не было. Поэтому туше не дали. Чисто техническую победу. Но тем не менее Албан Аввакумов молодец. Продолжает прессинговать своего соперника. Ну, тут без определенного риска надо будет, наверное, заработать свои баллы. Стойку объявил арбитр. Ребята возвращают. А, нет, тут уже завершился первый период борьбы. Первая 3-минутка. Албана Аввакумова секундирует Иван Иванович Дмитриев. В свое время личный тренер Виктора Николаевича Лебедева, Ариана Тютрина, Виктора Рассадина. Ну и схватка продолжается. Ну, счет как бы комфортный для Албана Аввакумова. Не будет, наверное, форсировать события. Будет уже на контратаках ловить Гадира Гаджаева. А Гадиру Гаджаеву надо уже включаться, поскольку время очень быстро завершается. Сейчас до конца поединка больше 2,5 минут. Оу! Ну тут, видимо, уже травма, да, очень сильно дает о себе знать. Тут очень опасная травма может быть. Разрыв задней мышцы ноги. Счет 8-0. Ну там Албан Аввакумов спокойно мог взять свои 2, а то еще плюс 2 балла, перекатив соперника приемом накат, но он не стал форсировать. Ну тут Гадир Гаджаев отказался от продолжения схватки, потому что, ну, возможен рецидив, очень такой рецидив травмы именно разрыва задних конечностей мышц может привести вообще к плачевной ситуации, поэтому Гадир Гаджаев отказался от продолжения схватки. Счет 8-0. Поздравим Албана Аввакумова с завоеванием бронзовой награды 3-го всероссийского турнира «Память Александра Владимировича Крылова».
Ну и очень яркий поединок ждет нас в весовой категории до 74 килограмм. Мы уже знали имя обладателя бронзовой награды. И сейчас за чемпионство в этом королевском, можно сказать, весе в борьбу вступят Александр Балтуев, мастер спорта России, серебряный призер прошедшего мемориала Коркина в весе до 74 килограммов. Уступил в очень плодотворном, ярком поединке Виктору Рассадину. И его соперник, капитан сборной Республики Саха-Якутия Константин Капрынов, наш лидер. Ну вот Константин Капрынов, его боевой вес, в котором он, ну, очень много соревнований, да, соревновательного опыта у него именно накопилось в весовой категории до 70 килограмм. Сейчас он поднялся на категорию выше и борется уже на 74 килограмма. Соперник непростой, очень такой яркий. Раньше он боролся за Иркутскую область, сейчас представляет Республику Бурятия уже непосредственно. Ранее тоже говорили о том, что Балтуевых двое, Александр и Федор Балтуев. Опа! 2 балла зарабатывает Константин Капрынов. Ну вот, к сожалению, у Константина Капрынова в начале года случилась травма, да. До этого он набрал очень хороший объем, именно спортивный объем, соревновательный объем, физический объем у него был на уровне. Помним, на турнире Байкал Опен в Бурятии он тушировал у себя дома Евгения Жербаева. И вот вообще его уровень тогда любителей борьбы, именно болельщиков борьбы Якутии, очень сильно порадовал. Потом у него случилась травма, и, как говорится, на спад пошел Константин Капрынов, потому что, ну, хороших таких физнагрузок у него не было. И вот сейчас он, восстановившись, тоже начинает брать свои обороты. Очень надеемся на Константина Капрынова, на капитана сборной команды республики. Вот уже в каждом сейчас финале будут уже бороться представители Якутской школы борьбы. И да, 2 балла еще зарабатывает Константин Капрынов. Очень яркий проход свой делает. Опа! Плюс 4, наверное, надо будет дать. Потом, нет, 2 дали. Счет 6-0. Еще 2 балла зарабатывает Константин Капрынов. О, и тут накрывание проходит. Балл борцу в красном, наверное, дадут. Нет, 2 балла дали. А почему 2 балла, интересно? Балл, наверное, надо дать. Но не стали бросать челлендж со стороны угла Константина Капрынова. До конца первого периода остается меньше половины минуты. Счет 8-2. Очень яркий поединок действительно происходит у нас на глазах. Константин Капрынов, надеемся на тебя. Надеемся на то, что принесет именно в копилку сборной республики команды золотую награду. Ну и упрочит, наверное, свое лидерство еще раз в команде сборной республики. Константин Капрынов на этих соревнованиях, ну, ежегодно борется. В 22 году на 70 килограмм он стал 3-м. После Саин Козырык, Игоря Обхоева с Русланом Жендаевым на бронзовом пьедестале стояли. В прошлом году Константин Капрынов также стал хозяином, обладателем бронзовой награды. И вот в 3-й раз Константин Капрынов с 3-го раза вышел в финал. Дважды бронзовый призер данного турнира. Его секундирует Егор Терентьевич Пономарев, его личный тренер. И в углу еще у него сидит Данил Романович Неустроев. Опа! Александр Балтуев очень так хорошо ноги прошел. 2 балла в свой актив записал. Счет 8-4 становится.
Александра Балтуева любители вольной борьбы республики очень хорошо знают. Как уже говорил, 2 недели назад он на Коркинском стал вторым, показав очень яркие поединки. Чуть-чуть ему не хватило в схватке за золото с Виктором Рассадиным. Ну, тут, наверное, надо отсылку сделать на опыт международный. Наверное, у Виктора Рассадина больше опыта. Ну и он является старше Александра Балтуева на пару лет. Как уже говорили, это вес Александра Балтуева, а вес Константина Капранова обычно составлял, ну, соревнования, принимал участие на 70 килограммов Константин Капранов. Сейчас борьба в спорткомплексе «Триумф» проходит только на центральном ковре. Счет 8-4, но тем не менее Константину расслабляться нельзя ни в коем случае. 1,5 минуты остается до конца поединка. Как уже отметили, у нас в копилке сборной команды республики пока одно золото, которое принес нам Харисхан Баппагай. Остается меньше минуты. Опа! Александр Балтуев. Очень хорошее техническое действие. Называемый перевод пытался сделать, но Константин контролирует. Арбитром ковра работает Вячеслав Кривошапкин, судья всероссийской категории. Все очень внимательно следят за ходом борьбы Константина и Александра. Ну тут уже бросок готовит Александр. Надо быть готовым к этому. Опа! Опа! Плюс 2 балла зарабатывает Александр Балтуев. Надо защищаться Константину. Остается меньше 2 секунд. И победу со счетом 8-6 одерживает Константин Капранов. Поздравим нашего капитана сборной команды Республики Саха-Якутия. Дважды он становился бронзовым призером данных соревнований. И с 3-й попытки, выйдя в финал, стал чемпионом 3-го всероссийского турнира памяти Александра Владимировича Крылова. Константин Капранов, поздравляем. Это, наверное, еще даст больше мотивации и упрочит его лидерство именно в сборной команде республики. В качестве примера Константин Капранов стал чемпионом сегодняшнего турнира. Поздравляем еще раз. Такого яркого проспекта данной весовой категории он победил Александра Балтуева. Так, идем дальше. На ковер приглашаются. Ну тут повторы посмотрим сейчас, как постепенно зарабатывал свои баллы Константин Капранов. Очень хорошую борьбу ребята показали. Да, и вот эмоции Константина Капранова. С трудом далось ему это золото. И перед вами уже на ковер вышли Сергей Якимов, представляющий Иркутскую область, и Кирилл Корнеев, представитель сборной команды Кемеровской области. Сергей Якимов очень тоже своеобразный борец. Стал в этом году серебряным призером всероссийских соревнований на призы Бориса Будаева, чемпиона мира, где уступил на весовой категории до 70 килограммов нашему
борцу, ну тоже молодому дарованию из Намского района, Игорю Матвееву на 70 килограммов. И сейчас он борется за бронзу всероссийского турнира Крылова. Итак, у сборной команды Республики Саха-Якутия и в целом у воспитанников Якутской школы борьбы, скажем, да, потому что Харысхан Бапагай, представитель команды Северная Осетия Алания, уже 2 золота. Это у представителей Якутской школы борьбы это Харысхан Бапагай и Константин Капрынов. Что же будет дальше? Будем смотреть, наблюдать за ходом поединков. Ну, остается не очень-то и много поединков. Включая этот поединок, у нас остается 8 схваток на данном ковре. Кирилла Корнеева любители вольной борьбы очень хорошо знают. Он постоянно с нашими Олегом Фоминым боролись на последнем старте в турнире, на международном турнире «Шахтерская слава». Олег Фомин одержал убедительную победу над Кириллом Корнеевым, чисто технически. И сейчас Кирилл Корнеев прилетел на Коркинский турнир. После Коркинского остался. Сергей Якимов и Кирилл Корнеев — постоянные соперники, еще раз подчеркну, наших якутских борцов. До конца первого периода остается меньше половины минуты. Арбитр ковра устно предупредил красный угол о пассивности борьбы. Опа! Очень так якутский прием, подсечка осуществил Сергей Якимов, но тем не менее ребята уходят на 30-секундный отдых. Кирилл Корнеев в весовой категории до 70 килограммов. Очень такой крепкий среднячок, отмечу. Не из тех, кто только приезжает на участие, постоянно вот в таких стадиях, то в утешительных, то за бронзу встречается с соперниками. На соседнем ковре борются Владислав Кривошапкин и Константин Топшиноев за вторую бронзу всероссийского турнира. Отметим, что в каждом весе есть 2 награды за бронзу, ну и, соответственно, финальные поединки. Кирилл Корнеев еще раз проводит свою атаку и поднимает на второй этаж своего соперника, вынося его за ковер. Счет становится 5-0. Сергею Якимову надо сейчас предпринимать активные действия. Опа! На соседнем ковре яркий поединок между Константином Топшиноевым и Владиславом Кривошапкиным. Борьба продолжается. Никаких форсированных событий пока не предвидится. Кирилл Корнеев ожидает атаки со стороны Сергея Якимова, чтобы осуществить какой-то контрприем. И в этот момент Кирилл Корнеев совершает проход в ногу левую захватом пятки. И посмотрим, приведет ли это к... Опа! Тут без оценки показывает арбитр ковра.
Да, оценку никакую не смог заработать Кирилл Корнеев. О, на соседнем ковре крики, шум, гам. Это потому, что там спорный момент был в схватке с Константином Топшиновым у Владислава Кривошапкина. Тут же челлендж со стороны Владислава Кривошапкина. И сейчас судейский корпус будет смотреть правильность начисления 4 балла, 4 баллов в актив Константина Топшиноева. Опа! 4 балла зарабатывает борец красного угла Сергей Якимов. Очень неожиданное, наверное, для Кирилла Корнеева. И тут же 2 балла свой актив записывает Кирилл Корнеев, осуществив прием обратный. Времени остается меньше половины минуты. Счет 7-4. И сейчас посмотрим. Ну тут врачебное вмешательство, медицинское вмешательство. Вот тут как со стороны Кирилла Корнеева и со стороны Сергея Якимова, по-моему, имеется травма. Но тут челлендж очень долго рассматривается. Да, челлендж Владислава Кривошапкина проигран, сказали. Ну, там какой момент был, да, для тех, кто... Ну, хотелось бы отметить, там бросок на 4 балла со стороны Константина Топшиноева наподобие прогиба был осуществлен. Но Владислав Кривошапкин пытался сконтрить это действие. Но, тем не менее, Топшиноеву дали 4 балла. Очень спорный момент был. Счет 8-6. Тут Сергей Якимов на пару секунд в опасном положении продержал Корнеева с использованием приема промокашка. Тут свистка нету. Да. 8-8. И схватку начал вести Сергей Якимов. Тут чаша весов качнулась вообще совершенно за пару секунд. И Сергея Якимова поздравляем. Очень трудовую, волевую победу одерживает над таким крепким своим среднячком соперником Кириллом Корнеевым. Да, тут буквально за пару мгновений поменялась ситуация. Сергей Якимов проигрывал. На ковре С там очень яркий поединок продолжается. Да, на ковре С вот представитель сборной команды республики Владислав Кривошапкин борется с Константином Топшиноевым. Ну, Константина Топшиноева тоже любители вольной борьбы республики знают. Он завсегдатай наших турниров. Ну и за пределами республики наши ребята умудряются постоянно попасть именно в одну сетку с Константином Топшиноевым. Такое часто случалось. Мы видели его схватку и с Олегом Фоминым, и Константином Капрыновым. Постоянно они в одной сетке находились и постоянно вступали в борьбу друг с другом. Но тут уже медицинское вмешательство в отношении Владислава Кривошапкина. Счет, как вы видите, на табло 8-4. До конца поединка остается минута 16 секунд. Ну, отметим, да, что Владислав Кривошапкин в годы своей можно сказать, карьеры, когда он
был в составе сборной команды Республики Саха-Якутия, был активным ее членом. Он боролся в весовой категории до 61 и 65 килограммов. Опа! Ну тут Владислав очень рано рискнул, да, можно сказать. Риск этот не был оправдан. Опа! И ну тут, наверное, на туше победу одерживает Константин Тапшиноев. Ну, поздравим, да, Константина Тапшиноева. Вот эту победу можно объяснить иначе, не иначе, как то, как Константин Тапшиноев является активным действующим борцом, а Владислав Кривошапкин, ну, борется только на местных турнирах, можно сказать, сейчас является тренером для подрастающего поколения, для юношей. Ну, тем не менее, очень яркий поединок состоялся. Владислава тоже поблагодарим за его волю к победе, но тем не менее чуть-чуть не хватило, рискнул раньше положенного времени, и Константин Тапшиноев поймал его на туше. И сейчас будем станем свидетелями яркой борьбы, финальной схватки в весовой категории до 70 килограммов. С красного угла выйдет чемпион мира, чемпион России и чемпион мира среди молодежи Саин Казырык в свое время, представитель сборной команды Республики Тыва, и наш Айсен Потапов, бронзовый призер турнира Иван Ярыгин. Вот, Айсен Потапов тоже немало таких рейтинговых высоких турниров победил. И вот на трибуне вы видите Михаила Васильевича Наговицына, который к нам тоже приходил в гости. Мы обсуждали насчет борьбы Потапова. Ну вот Михаил Васильевич отметил именно то, что кто с каким настроем выйдет. Ребята очень равные, сказал. Кто с каким настроем выйдет, кто свою борьбу навяжет, тот и победит. Но тут уже как зашли сразу же борьбу в свою инициативу берет Саин Казырык и начинает очень активно борьбу. Да, ребята ждут момента для осуществления своей молниеносной атаки. Ну, Саин Казырык вы все знаете. Опа! Опа! Айсен Потапов очень хорошее действие выполнил. Вышел за спину. Но тут надо 2 балла забирать Айсену Потапову. Два балла необходимо нам. Опа! И 2 балла зарабатывает Айсен Потапов. В углу Айсена Потапова сидит наш заслуженный тренер Константинов Артур Константинович. Личный тренер, который является для Виктора Рассадина. Они вместе были и на Олимпийских играх, и на всех официальных международных стартах. Счет 2-1. На табло времени остается чуть больше 4 минут. Ну, до конца первого периода остается минута, 5 секунд. Айсен Потапов очень сконцентрирован. Видим, да, по его лицу. Вот ребята знают друг друга очень хорошо, поэтому очень такие аккуратные действия выполняют с двух сторон. И в углу Саина Казырык, многократный призер чемпионатов России по вольной борьбе, неоднократный победитель международных соревнований. Менгим Ортуй Ол показан был, да, на ваших экранах. Ну, он всегда тоже, когда был активным тоже борцом, приезжал сюда на турниры Коркина, боролся и по национальной борьбе Хапсагай. Вот видим очень сконцентрированные лица наших борцов. И вот Михаил Васильевич Наговицын с трибун следит за борьбой своего земляка.
Айсен Потапов, как уже раньше, да, ранее отмечал, несколько лет проживал на территории Москвы, Московской области под руководством Николая Романовича Крылова. Проходили подготовку в Москве. Тогда он был еще юношей. И вот за пару лет прибавил очень сильно Айсен Потапов. И вес у него поднялся. Вот вместе в одной команде занимались с Викторией Барашковой, с Христофором Потаповым, Семеном Владимировым, с Павлом Яковлевым. Проживали в Москве. Никифоров Василий. Ну и приезжали иногда на турниры, которые проходят в республике, в сборной составе Москвы и Московской области. В частности, на играх «Дети Азии» 2012 года. Ну вот ребята друг друга очень хорошо знают, поэтому никто не собирается форсировать события, будут ловить друг друга на ошибках. И посмотрим, кто из них первый ошибется. Вся республика болеет за Айсена Потапова, безусловно. Да, но тут с трибун болельщики тоже свои мнения проявляют. Красный пассив кричат. Айсен, работай, кричат. Полторы минуты остается до конца поединка. Счет практически минимальный. 2-1. Тут любое действие может пойти в убыток и тому, и другому спортсмену. Остается ровно минута до конца. Почему-то ребята очень осторожничают, но это тоже может привести к очень таким серьезным последствиям. 2-1 это как бы очень маленький счет. Разрыв очень маленький, разница очень маленькая. Одно выталкивание за ковер может определить победителя. Опа! Айсену надо было проходить в этот момент. Остается 25 секунд. Айсен сейчас уйдет на защиту, но на глухую защиту ни в коем случае нельзя уходить. Саен Козырык уже начинает свои нападки. 10 секунд остается до конца поединка. Опа, ну тут... О, за 5 секунд до конца Саен Козырык выталкивает за ковер. Но, тем не менее, Айсен Потапов ведет, потому что у него по качеству 2 балла было, а у Айсаина Козырыка по 1. Поэтому по качеству баллов побеждает Айсен Потапов. Поздравим Айсена Потапова, сборную Республики Саха-Якутия, с 3-м золотом на всероссийском турнире памяти Александра Владимировича Крылова. В активе сборной команды из 7 финалов уже 3 золота имеется. Это Харысхан Баппагай. Ну, это, еще раз повторюсь, именно мы ведем мониторинг медалей воспитанников Якутской школы борьбы, а не сборной команды Республики Саха-Якутия, так как Харысхан Баппагай является, числится в команде Северной Осетии Алании. У воспитанников Якутской школы борьбы 3 золота. Еще раз Харысхан Баппагай, Константин Капрынов и Айсен Потапов. Очень яркие свои схватки продемонстрировали перед своим народом ребята. И перед вами бронзовый финал весовой категории до 65 килограммов.
Два члена сборной команды республики. Ну, тут более опытный Джулусхан Татонов, выпускник училища Олимпийского резерва. Сам, ну, наверное, отметить необходимо то, что оба парня являются уроженцами Сунтарского района. Джулусхан Татонов является, ну, старше на несколько лет, чем Юлиан Григорьев. Тут, можно сказать, опыт и молодость борются. Юлиан Григорьев на молодежном уровне тоже очень ярко себя проявлял и проявляет до сих пор. У Джулусхана Татонова, по-моему, с плечом изначально была проблема. И вот сейчас тоже вот этот момент, колющий эффект плеча, может быть, случился. Медицинское вмешательство, еще раз повторюсь, дается на это 4 минуты. После истечения 4 минут у борца и у его угла спрашивается о возможности продолжения схватки. Юлиан Григорьев синего угла является близким другом нашего лидера сборной в весе 57 килограмм Льва Павлова. Вместе постоянно, когда они уезжают на сборы, вместе всегда находятся в одной комнате, вместе на пары встают со Львом Павловым. Тоже очень дисциплинированный парень, желание у него есть. И уже вот, когда Джулусхан Татонов еще учился, наверное, в училище Олимпийского резерва, Юлиан Григорьев школьником, наверное, был еще где-то, ну, чуть старше начального класса, наверное, 5-6 класс был. И вот тоже очень интересный момент. Борьба, можно сказать, поколений. Джулусхан Татонов является активным членом сборной республики. Сейчас в данное время в этом весе, можно сказать, один из лидеров веса в составе сборной республики. Ну и после выявления всех победителей по схваткам, как и ежегодно, да, можно сказать, будет проведена лотерея среди победителей по весовым категориям, где определится обладатель 1 миллиона рублей наличными. Приз, который учредили друзья, родственники мастера спорта России по вольной борьбе, народного депутата Госсобрания Элтумен Республики 4-го созыва, президента фонда «Спортивная Якутия», экс-генерального директора строительного рынка, экс-председателя Якутского рекотделения партии «Опора России», общественного деятеля и мецената Александра Владимировича Крылова. Ну вот, со всеми теми, кто тут у нас на интервью присутствовал, экспертов, в качестве экспертов, все выделяли очень такие хорошие качества Александра Владимировича Крылова, тепло отзывались о нем. И вот недаром у человека с таким добрым сердцем проходит такой уровень, турнир такого уровня всероссийского, где молодые борцы могут выполнить норматив мастера спорта России по вольной борьбе. Ребята отдыхают на 30 секунды. Уже, по-моему, остается чуть-чуть до конца между первым и вторым периодом. Юлиана секундирует Сергей Некрасов, ответственный тренер сборной команды республики по физподготовке по вольной борьбе. И Гаврил Игнатьев в углу Джулусхана Татонова. Борьба второго периода начинается, продолжается. Счет 4-0. Джулусхан Татонов свое преимущество держит стабильно.
Ну, как уже говорил, ребята представляют один район, Сунтарский район, воспитанники Сунтарской школы борьбы. И сейчас они на таком всероссийском уровне уже представляют интересы сборной команды Республики Саха-Якутия. Как уже ранее отметил, Юлиан Григорьев по молодежке борется. Ну, до сих пор, по-моему, если я не ошибаюсь, борется по молодежи. Ему максимум 21 год, так как он еще в текущем году, по-моему, боролся в России, на первенстве России до 21 года. Борется на международных турнирах по молодежи. Ну и еще, наверное, будем ожидать от Юлиана Григорьева ярких впечатлений. Он только-только начинает набирать обороты. Борьба продолжается. Остается минута 50. Счет уже 6-0. Юлиан Григорьев проход осуществляет, очень опасный. Зарабатывает 2 балла. Пытается вытянуть на накат. Опа! И это ему удается. Еще 2 балла зарабатывает. И плюс еще 2 балла зарабатывает Юлиан Григорьев. И в моменте счет становится 6-6 с преимуществом по последнему заработанному баллу у Юлиана Григорьева. До конца поединка остается минута 26-27 секунд. Счет, да, за доли секунд становится 6-6. И по качеству Юлиан Григорьев выходит вперед. Да, очень много травм на турнире, на текущем турнире. К сожалению, такое случается, особенно в таком контактном виде спорта, как вольная борьба. На соседнем ковре вторую бронзовую медаль увезет с собой представитель сборной команды Бурятия Виктор Жербаев. Он одолел нашего тоже одного молодого борца, также представляющего Сунтарскую школу борьбы, члена сборной команды республики по молодежи Александр Балурова. Виктор Жербаев раньше тоже приезжал на наши соревнования. В 22 году он на 65 килограмм стал третьим. В прошлом году он не приезжал. И получается, через 2 года повторил свой позапрошлогодний успех и стал двукратным обладателем бронзовой награды. У Татонова тут надо уже включаться, работать. Теперь он в проигрышном положении. Но Юлиан Григорьев, молодой талант. Посмотрим, что все еще с этого выйдет. Тут без оценки. Арбитром ковра работает судья международной категории, мастер спорта России по вольной борьбе Виктория Барашкова. Ну, видимо, у Татонова очень много микротравм, что дает о себе знать при борьбе. Времени остается 20 секунд. Схватку по состоянию на сейчас ведет Юлиан Григорьев. И смотрим. Остается чуть меньше 10 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2. И победу одерживает более молодой спортсмен. Молодой талант, представляющий Сунтарскую школу борьбы. Юлиан Григорьев. Поздравим Юлиана Григорьева. Ну, тут отрадно то, что победу одержал более молодой, более голодный спортсмен. Ну, Джулсхан Татонов является уже именитым более спортсменом, нежели Юлиан Григорьев. И такие моменты тоже иногда дают повод для радости, поскольку молодым ребятам тоже нужно уступать дорогу.
И для Юлиана Григорьева надеемся, что это будет отправной точкой к большим победам. Джилусхан Татонов очень хорошо прошел, как по учебнику. Ну и вот яркие события прошедшего поединка вы смотрите у себя перед экраном. И тем временем на финал весовой категории до 65 килограммов вышли с красного угла Василий Григорьев, член сборной команды Российской Федерации по молодежи. Он в пятерку прошедшего первенства России вошел до 20 лет. Ну и соперника нашего синего угла вы все очень хорошо знаете. Кежик Чимба. Он ежегодно приезжает на турнир Крылова. В 22 году, как уже ранее говорили, он стал бронзовым призером. В прошлом году чемпионствовал, как раз таки победив в схватке за золото вот борца, который только что вышел с ковра, Джилусхана Татонова. И Кежик Чимба, ну, более именитый спортсмен, чем наш молодой парень Василий Григорьев, да? 2 балла заработал свой актив Кежик. И еще один раз накатил. Тем самым еще 3-й раз накатил. Счет моментально становится 6-0. Прошло 1,5 минуты с начала поединка. Ну вот Кежика Чимбу любители вольной борьбы, как уже говорил, все очень хорошо знают. Он является чемпионом первенства России среди молодежи в свое время. Постоянно боролись на финальных стадиях, будь то за бронзу, будь то борьба за золото, с нашим тоже одним из ярких представителей вольной борьбы, воспитанником Сунтарской школы борьбы Револием Самсоновым. Очень хорошие такие бросковитые поединки показывали. Кежик Чимба на турнире Гран-при Иван Ярыгин 2016 года победил нашего Виктора Лебедева. Опа! Еще 2 балла зарабатывает Кежик Чимба. Счет 8-0. До конца первого периода остается 37 секунд. Ну, Василию Григорьеву надо уже включаться. Еще 2 балла, если заработает Кежик Чимба, то чисто техническую победу одержит. И будет у него возможность вытянуть 1 миллион рублей, повторив прошлогодний успех в весовой категории до 65 килограммов. Первый период завершился. Счет 3-0. 8-0, извиняюсь. На трибунах пока что спокойно. Кежика Чимбу секундирует чемпион данного турнира на 79 килограммов Никита Сучков, его сокомандник по Красноярскому краю. Секундирует Василия Григорьева старший тренер молодежной сборной республики по вольной борьбе Василий Прокопьевич Неустроев. Опа! Василий Григорьев проходит в ногу, но там и остается, да, по-моему? Нет, 2 балла зарабатывает Василий Григорьев. Очень красиво перевел Кежика Чимбу.
очень такой, интересные положения. В интересных положениях находились все борцы. Кежик Чимба еще плюс 2 балла зарабатывает. И плюс 2 балла дает арбитр ковра. Счет 12-2. Чисто техническую победу ввиду явного преимущества одерживает наш гость с Красноярского края. Чемпион прошлогоднего турнира, бронзовый призер позапрошлого Кежик Чимба, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, воспитанник Тувинской школы борьбы. Поздравим Кежика Чимбу с повтором успеха прошлого года. Ну и сейчас Кежик Чимба пойдет, наверное, молиться на удачу, наверное, о том, чтобы ему выпал шанс вытянуть счастливый лотерейный билет. Остается 4 схватки до конца финальных поединков.